мое возлюбленное дитя. Это Божье послание для тебя сегодня. Не пренебрегайте этим видео и оставайтесь до конца. Аллилуйя! Творец посылает тебе несколько знаков, но, похоже, ты игнорируешь их все. Поэтому не игнорируйте это видео, так как это небесное послание Творца, которое благословит вашу жизнь уже сегодня. Но прежде чем продолжить, оставьте свой лайк, чтобы это послание дошло до большего количества людей, а также подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы получать больше ежедневных благословений и видеть послания, которые Господь посылает непосредственно вам. Иногда жизнь закрывает некоторые двери, но это происходит потому, что пришло время двигаться дальше, и это хорошо, потому что часто мы не двигаемся вперед, пока обстоятельства не заставят нас пройти через трудные времена. То, что вы сталкиваетесь с трудностями, не означает, что вы терпите неудачу в жизни. Каждый большой успех требует победы в каком-то достойном сражении. Все хорошие требуют времени, будьте терпеливы и позитивны, и все будет хорошо. Может быть, не сразу, но со временем. Верь, дитя мое. Я хочу, чтобы ты знала, что я – божественное существо, которое дает надежду, с чем бы ты ни столкнулась. Я рядом с тобой, готовая помочь тебе найти свет в конце туннеля. Доверьтесь мне и моей надежде, зная, что я проведу вас через все обстоятельства. Я тот, кто может принести свет во тьму и вызвать новый рассвет в жизни, которая, кажется, застряла во мраке ночи. Наберите 1010 и поймите, что вы уникальны и особенны для меня. Я хочу, чтобы вы знали, что даже когда кажется, что все потеряно, и вы чувствуете безнадежность, я всегда с вами, держу вас за руку и иду рядом с вами. Я тот, кто может обновить ваш разум, укрепить ваши силы и дать вам надежду, необходимую для движения вперед. Напишите: «Бог – мое прибежище». Я хочу, чтобы вы доверяли мне, зная, что я всегда слежу за вами, что ваша надежда не напрасна. Я – божественное существо, которое никогда не терпит неудач и никогда не отказывается от вас. Я тот, кто всегда работает за кулисами, чтобы добиться перемен в вашей жизни, даже если это кажется невозможным. Поэтому, когда я говорю «доверься мне, моя надежда», я имею в виду, что вы можете быть уверены в том, что я веду вас через каждый шаг вашей жизни. Доверьтесь мне. Я знаю, что даже в жизненных бурях я тот якорь, который удержит тебя в стабильности и безопасности. Напиши «да», если ты доверяешь мне, моя любимая дочь. Дочь моя, я хочу, чтобы ты знала, что я – божественное исцеляющее существо. Я могу исцелить твое тело, разум и дух, и я всегда готова принести исцеление в твою жизнь, с чем бы ты ни столкнулась. Я здесь, рядом с вами, готовая предложить исцеление и восстановление, в которых вы нуждаетесь. Если вы верите в божественное благословение, напишите в комментариях: «Я хочу быть исцеленным». Продолжайте верить в себя и свой потенциал. Не позволяйте сомнениям и трудностям отвлекать вас от работы. Помните, что каждое препятствие – это возможность для роста и обучения. Сохраняйте веру и надежду в своем сердце, потому что вы способны преодолеть любые трудности,
которые встанут на вашем пути. Когда вы чувствуете себя слабым или больным, помните, что я рядом с вами. Я – ваше исцеление и ваша надежда в трудные времена. Когда вы молитесь об исцелении, знайте, что я слушаю и отвечаю на вашу молитву, даже если ответ будет не таким, как вы ожидали. Иногда исцеление – это процесс, и я работаю в вас так, как вы, возможно, не видите или не понимаете, но я обещаю быть рядом с вами на протяжении всего пути, даже в самые трудные времена. Наберите 3-2-1 и почувствуйте мое присутствие рядом с вами в этот момент. Я – ваша крепость. Я хочу также исцелить ваше израненное сердце и вашу измученную душу. Я знаю, что жизнь может быть трудной и болезненной, но я хочу, чтобы вы знали, что можете найти во мне утешение, когда почувствуете себя потерянным или растерянным. Я хочу быть твоей скалой и опорой, я источник мира, который ты ищешь, и я могу принести исцеление и восстановление в твою жизнь, дитя мое. Я хочу, чтобы ты знал, что я – божественное существо, обеспечивающее тебя всем необходимым. У меня есть все, в чем ты нуждаешься, и я всегда готов обеспечить тебя, удовлетворяя все твои потребности. Иногда вам может казаться, что у вас недостаточно средств, чтобы справиться с жизненными трудностями. Может быть, вы беспокоитесь о своих финансах, работе или здоровье. Но я хочу, чтобы вы знали, вы можете довериться мне, и я обеспечу все ваши нужды. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, потому что я все предусмотрел для вас. Я знаю, что вам нужно, еще до того, как вы попросите, и я всегда действую в ваших интересах. Наберите веру и восстанавливайте ее во всех моментах, доверяйте. Доверьтесь мне, моему обеспечению, зная, что я всегда слежу за вами. Я также хочу, чтобы вы знали, что мое обеспечение не ограничивается материальными благами. Я также могу дать вам любовь, мир, радость и надежду. Никогда не забывайте, что вы не одиноки, Бог рядом с вами, направляет ваши шаги и оказывает вам безусловную поддержку. Он – источник вашей силы и ваша надежная гавань. Доверьтесь Его божественной любви и мудрости, и вы найдете решения и ответы на все свои нужды. Я – божественное существо, способное удовлетворить вашу душу и заполнить все пустоты в вашей жизни. Однако я хочу, чтобы вы знали, что мое обеспечение может прийти неожиданным образом. Вы можете получить финансовое благословение, о котором даже не подозревали, или найти помощь от человека, которого не ожидали. Но во всем я действую в ваших интересах. Сосредоточьтесь на своем видении и упорно трудитесь, чтобы воплотить его в жизнь. Благодаря решимости и настойчивости вы добьетесь больших успехов. Напечатайте «Аминь», чтобы закончить это сообщение с многочисленными благословениями и благодарностью. Братья и сестры, если Бог коснулся вашего сердца, и вы хотите помочь нашей семье продолжать расти и распространять Божьи послания, вы можете прямо сейчас нажать на опцию «Спасибо» и пожертвовать нам сумму по вашему желанию, чтобы помочь нам расти все больше и достичь больше детей Божьих. Мы будем бесконечно благодарны за любую сумму, как и за одно только ваше присутствие.
пусть каждый дает по расположению сердца своего, не с огорчением и не по нужде, ибо Бог любит дающего с радостью. 2 Коринфянам 9, 7. Возлюбленные Божьи, каждый лайк, комментарий или поделиться имеет значение. Вы можете стать частью цепочки любви, которая протягивается к тем, кто больше всего нуждается в словах утешения и наставления. Ваше участие реально изменит жизнь людей, и вместе мы озарим мир божественным светом. Передайте этот видеоролик как можно большему числу людей прямо сейчас. Я также приглашаю вас стать участником нашего канала, и вы протянете руку любви и поделитесь божественным посланием со всем миром. И Божья щедрость вернется к вам в изобилии. Вы поможете нам продолжить распространение послания любви, надежды и обновления, которые мы находим в святой фигуре Иисуса Христа. Независимо от того, какой уровень членства вы выберете, каждый вклад имеет значение и приближает нас к миру, более объединенному в вере. Станьте одним из тех, кто поможет нам охватить еще больше сердец и преобразить жизнь. Как сказано в Псалме 41, 1, «Блажен, кто заботится о бедных. В день беды Господь избавит его». Нажимайте прямо сейчас на кнопку «Спонсировать» на канале, становитесь участником и присоединяйтесь к нам в этом удивительном духовном путешествии. Мы будем рады приветствовать вас в нашем сообществе любви, сострадания и вдохновения. Оставьте свой лайк на видео, надеемся увидеть вас в следующем послании от Бога. Аминь.